Газета «Крым» поначалу называлась, и это было навязанное название, наш, да, вот этот логотип, он назывался «Дослух». Его предложили в обкоме партии. После 1944 года в Крыму не было никакой, ни минуты, ни секунды, ни эфира, ни полстранички, ничего не было. И поэтому наши общественники очень хотели, чтобы такая газета появилась. Это началось где-то еще в году 88-м. У 2014-му, після окупації Криму, газета перейшла на самофінансування. За счет того, что перешли на одноразовый в неделю выпуск газеты, за счет того, что мы урезали зарплаты, за счет того, что мы подняли цену подписки, да, за счет того, что мы вообще как бы упростили сам выпуск газеты, вот мы перешли на самофинансирование. Бекір Мамутов розповідає, для редакції було важливим зберегти незалежність. Материалы должны быть такие национально ориентированные, да, политически кусачие, такие, я бы сказал, да, жесткие, чтобы мы не изменяли своему курсу и принципу, который, я думаю, что в мировой журналистике сводится к тому, что если журналистика хочет действительно оправдывать свое назначение четвертой власти, она, журналистика, конечно же, должна быть в оппозиции к любой власти. З 2014 року газета «Крим» має 3600 підписників. Вона розповсюджується виключно за передплатою. И весь тираж, который есть, это и есть показатель того, сколько крымско-татарских семей выписывает нашу газету. У нашей газеты, да, и вообще в медийном мире есть некий кризис бумажных печатных изданий, связанных с известными очень, да, обстоятельствами, что и сетевая журналистика очень развивается, да, и вот мы, ну вот и сам в целом интернет, да, и социальные сети, и поэтому, хотя еще всего года 3 назад тираж нашей газеты приближался к 6 тысяч. У жовтні тогоріч в газеті «Крим» опублікували доповідь генерального секретаря ООН, в якому були згадки про Меджліс. У квітні цьогоріч окупаційний суд оштрафував Бекіра Мамутова як головного редактора на 4000 рублів. В этом докладе 80% фактов, которые там приводил Генсек ООН, они были связаны с нашим народом, с его проблемами, с его как бы политической ситуацией вокруг него, с теми многочисленными фактами нарушения прав человека, которые как бы так или иначе все равно замыкались на конфессиональной этнической принадлежности этих людей. Обвинение заключается в 3 словах: злоупотребление свободой информации. Там были цитации, упоминания в докладе, были упоминания Меджлиса, там так написано, не Меджлис крымско-татарского народа, а Меджлис. И по закону Российской Федерации организации, которые попали там в черный список известный один, там много организаций, там понятное дело, что друг друга не могут, наверное, так сделать, чтобы вот, да, Роскомнадзор ушел ни с чем с этого. Надо наказать, надо обязательно, хоть как-то немного, хоть пусть будет даже символически, но как-то все равно наказать надо обязательно.